Понимать, какая будет основа. От этого уже зависит, каким образом раскидать цветовую гамму самого орнамента. Крымско-татарский орнамент будто расцветает в умелых руках керамиста Эдема Ганиева. Ему удалось расшифровать тайный смысл национальных символов. В своих работах мастер использует яркие цвета. В каждое изделие он вкладывает частичку своей души. Вдохновляет богатая крымско-татарская культура. И чем больше погружаешься в ее изучение, тем больше для себя открываешь чего-то нового. И хочется это новое применить в своих работах. Да? То есть немножко в такой современной интерпретации. И как бы такое переплетение времен получается. Эдем Ганиев работает в технике майолика, использует только крымскую глину. Никакой автоматики, только ручная работа. После того, как изделие готово, его отправляют в эту мастерскую. Предстоит долгий процесс. Поделку нужно замыть, очистить от неровностей, нанести рисунок, покрыть глазурью и только потом отправить в печь на обжиг. В результате вот такая вот красота. Работы гончара уникальны и наполнены национальным колоритом. Узоры на керамике могут рассказать о многовековой истории, культуре и быте коренного народа. Это символ молитвы, символ дуа, да? Это символ семейного очага, сосуд. Этот ромбик с точечкой внутри, как бы это символ пуповины, да? То есть символ женщины. В данном случае вот как хранительница очага. Женские знаки, а это гранат, символ достатка, женского плодородия, который дом окружает. Вот эти мечи – это символ мужчины, который охраняет, оберегает свою семью. Эдем Ганиев по профессии повар-кондитер. Керамикой занимается более 15 лет. Он настоящий самородок, азы гончарного ремесла осваивал самостоятельно. А вот секреты национальных символов узнавал у знаменитых крымско-татарских мастеров. Сейчас он и сам делится своими знаниями, проводит мастер-классы, а его двое сыновей пошли по стопам отца. Нравится, то есть, когда последний этап, то есть, когда открываешь печку и видишь, что у тебя получилось. И то, что чуточку твоего тепла, твоего видения, то есть уходит, то есть к людям. Работы керамиста из Старого Крыма известны далеко за пределами нашего полуострова. Недавно он и еще двое крымчан заняли первое место по всей России в 7-й межрегиональной выставке-конкурсе традиционного и современного декоративно-прикладного искусства «Душа Севера». Она проходила в Архангельской области. Среди 8 областей Севера работы крымско-татарских мастеров отметили дипломами первой степени в номинации «Керамика». Айша Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Милет» из Старого Крыма.